Профилактика и борьба с ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями стала темой обсуждения на совещании межведомственной комиссии. Участие в нем приняли представители администрации, отдела образования, медицинских учреждений, специалисты Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, правоохранители. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной. Продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение числа инфицированных и больных. В нашем городе состоит 189 человек на диспансерном учете. Из них больше от 20 до 40 лет 84 человека по возрастам. Но это возраст, трудоспособный возраст для нашего города. От 40 до 50 лет там 14 человек, от 60 до 5 человек. Детей на учете стоит всего двое, один до 3 лет, другой до 15 лет. Если еще несколько лет назад основным путем заражения было внутривенное употребление наркотиков, то в последние годы преобладает половой путь. Из года в год растет заболеваемость среди женщин, что способствует увеличению количества детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей. Эпидемия преимущественно затрагивает людей в возрасте от 21 года до 40 лет. В связи с этим необходимо сообща вести широкомасштабную просветительскую работу не только среди подростков, но и граждан зрелого возраста. Контингент, который в настоящее время болеют, это те, кто ведут беспорядочный половой образ жизни, могут быть, конечно, контакты случайные. И следующая профилактика – это предотвратить, конечно, потребление среди наркоманов. Вот они являются тоже где-то половина, 50% занимают потребляющие наркотики через загрязненные шприцы. Как отметили участники совещания, остро стоят вопросы профилактики и информирования населения. В ходе обсуждения было принято решение активизировать работу в просветительской сфере и профилактике наркомании, попытаться охватить при этом все возрастные группы и задействовать доступные средства агитации. Главным объектом этой работы, конечно же, должна быть молодежь, так как именно она в наибольшей степени подвержена этой болезни, а следовательно и ВИЧ-инфицированию. Борьбой с распространением наркомании как следствие ВИЧ-инфекции должны заниматься не только правоохранительные органы и медицинские службы. Речь идет о будущем нации, а значит, это дело всего общества. Ведь не секрет, что эффект от постоянных профилактических мероприятий гораздо выше, чем от разовых акций, хотя и они в силу своей массовости способны сыграть положительную роль в противодействии распространению наркомании и ВИЧ-инфекции. Елена Афанасьева, Гурхамитов, Радмир Сингулов, телекомпания СТВ.